что ж, снова здравствуйте, дорогие друзья. Для тех, кто присоединился к нам, приветствую. Те, кто продолжает наблюдать за баталиями в чемпионате мужском Республики Беларусь по баскетболу 2020-2021 года. Рада снова нашей встрече в эфире. Мы с вами посмотрели игру между командами Смотри и Иргор. А сейчас вашему вниманию следующий матч стартовавшего сегодня мужского чемпионата между командами Цобзишор и Гродно-93. Обслуживать данную эту встречу будет судейская бригада в составе Владимира Жибровского, судья высшей национальной категории, и Алексей Вознюк, национальная категория, Александр Ерема, первая категория. Комиссаром этого матча является Владимир Филиппов. Чуть позже представлю вам команды, когда они появятся перед вами. Главный тренер Цобзишор Эдуард Кемин, ассистирует ему Сергей Вариводов, и главный тренер команды Гродно-93 Дмитрий Кузьмин. Совсем недавно мы смотрели за играми финала 4 мужского предыдущего сезона. Вот такой небольшой разрыв получился между двумя чемпионатами. Буквально 2 недели только завершился один, а тут же стартовал другой. Понятно, что это обусловлено такой сложной ситуацией эпидемиологической, которая спутала все карты буквально во всех видах спорта по всему земному шару. Но, тем не менее, итоги предыдущего чемпионата подведены, и в этом розыгрыше Гродно-93 оставили за собой бронзовую строку, стали третьими. Кто смотрел за матчами, которые также транслировались, видели, что очень неплохо смотрелась гродненская команда. Видим, как сейчас после паса Егора Потупчика Сазонов открывает счет в этом матче. Заметно обновился ростер команды. Самый громкий, наверное, трансфер для Гродно — это получение в свой актив 2 ведущих игроков, 2 лидеров Витебского Рубона. Речь веду о Максе Шустове, который был сейчас с мячом, и его партнер по команде Егор Потупчик. Они таким своим лидерским тандемом перешли в состав Гродно. При этом Потупчик по итогам предыдущего чемпионата был в 5 лидеров по набранным очкам. Шустов лидер по ассистам. То есть усилился Гродно очень здорово. Но по матчам финала 4 замечу, что гораздо лучше адаптировался Егор Потупчик на новом месте. Максу сложнее, наверное, как плеймейкеру нащупать вот все связи, все моменты в новой для себя команде, но учитывая его опыт колоссальный, игровой, и его потенциал, тут, я думаю, будет точно так же раскрыт, как и в Рубоне, в котором он провел много лет. 21 номер Иван Каляев, капитан команды, игрок, который уже много сезонов провел в рядах Гродно, и с этого сезона, по моей информации, исполняет и роль играющего тренера, помогает Дмитрию Кузьмину организовывать игру команды непосредственно на площадке. Что касается команды Цобзишор, молодая команда, укомплектованная игроками, начиная с 2001 и заканчивая 2005 годом рождения. Команда, которая, в общем-то, будет служить базовой для подготовки сборной У-16. Собственно, главный тренер этой команды Эдуард Кемин является и тренером сборной юниорской У-16, которая примет первый свой старт на международной арене летом 2021 года. Поэтому для ребят вот это не только участие в чемпионате, попытка завоевать очки, победы, но и подготовка к своему главному старту в международных соревнованиях. Ну что ж, сейчас Шустов обострял, отправляется на линию штрафных. Смогли Цобзишор тут организовать атаку. Прошу прощения за вводную часть, но хочется вас познакомить вообще с текущей ситуацией, с которой команды подошли к старту сезона. Максим реализует второй бросок. Дашкевич
пытался сыграть с Ашго, потери у молодых ребят. Конечно, в этом матче, ну, не стоит обнадеживаться, но будем надеяться, что молодым ребятам удастся продемонстрировать классные, интересные моменты, сыграть и командно, и индивидуально. Ну а сейчас Карасевич Павел добивается успеха, ну, такого половинчатого пока, то есть кольцо не взято, но есть штрафные броски. Павел также является капитаном команды. Кстати, в этих матчах, которые были сыграны в сентябре, в финале 4 Павел очень здорово смотрелся, вел игру вперед. По очкам также был в лидерах команды. Я думаю, что этот сезон должен также пройти под его, скажем, такой руководящей ролью. И также он является основным центром в составе Гродно 93. Смотрим, как Цоп Дюшор пытается перебороть защиту. Ну, неплохой бросок, кстати, в исполнении 14 номера сейчас был, но Макавчик, кстати, выполнял его. Быстрый ответ от Гродно 93. Ну, никаких скидок на молодость, на неопытность не делает гродненская команда. Пускает, в общем-то, всю свою мощь в ход дела. Я думаю, для молодых ребят, конечно, это и благо, и в то же время под таким прессингом сложно им показывать то, чему они обучены, но все условия равные для команд. Говорила в предыдущем репортаже, что 11 команд взяли старт в мужском чемпионате. Сейчас в первом круге каждая команда будет встречаться абсолютно со всеми участниками чемпионата, проведут по гостевой и по домашней игре, ну а затем уже будут разделены на 2 пула. Сильнейшие 6 команд и 5 опустятся в группу Б. Болезненное падение здесь было для Макса Шустова. Посмотрим. Видимо, дыхание перехвачено, нужно немножко прийти в себя. Но и есть повреждение. Замена. Появляется Владислав Швакель на площадке. Максиму потребуется помощь врача. Владислав Макавчик вводит мяч в игру. Никита Дашкевич. Есть интересные молодые игроки в составе Цопа Дюшор. Сейчас Андрей Ожга с мячом. Проходит кольцо, и хорошо, и посмотрите, из-под высоченного для него Павла Карасевича таким нижним полукрюком забивает. Ну а здесь Егор Потупчик набирает скорость. С этим качеством у него все в порядке. Взрывной, импульсивный игрок в ходе своего защитника. Андрей Бабков вел мяч из-за боковой. 2005 года игрок. Как раз вот здесь есть ребята. Андрей Бабков, Владислав Пахомов, Андрей Ожга, Егор Томашевский и Артемий Лещук, которых говорила, что являются игроками 2005 года рождения. Именно для них стартует летом чемпионат Европы. И здесь отличная, хорошая практика, чтобы подготовиться качественно к такому ответственному старту. Фол в проходе останавливают Егора Потупчика. Уже второй раз отправляется Егор на линию штрафных бросков. Нет, прошу прощения, первый раз, видимо, исполняет. Но неспортивные замечания судьи определяют как именно такое нарушение. И после пробития бросков, ну, Потупчик оба раза промахивается, и владение остается у гродненской команды. Тут же Егор снова обостряет игру. Ничего не остается Карпуку, как свалить наем. Тимофей, в общем-то так, упустив его перед собой, ну, хлесткий фол
Слышно даже на трибунах было касание Потупчика, поэтому тут без сомнений пробивание. Но уже третья попытка для Егора, и пока не получается пристреляться к кольцам зала на Уральской 3 в Минске. Из 4-0 даже не похоже для такого опытного и классного игрока, как Егор, демонстрировать такой показатель при пробитии штрафных. Пытался с зашагиванием обойти Потупчика Голубко, ну и вот так останавливается атака Гродно. Сазонов в быстром прорыве не забивает, но имеет 2 попытки со штрафа. Посмотрим, как. Ну, у Максима с этим все в порядке. 8-3. Ну вот благодаря, наверное, промахам Егора Потупчика не добрали 4 очка Гродно. И счет на табло выглядит вполне таким приемлемым. Но сейчас фол в нападении у Ростислава Макавчика. Захлебывается атака Рцопа Зюшор, и отправляется 14 номер на паузу, на скамейку. Вместо него на площадке 19 номер Алексей Лавренов. Иван Каляев. Такой полузаслон от Карасевича, одновременно с диалогом с тренерским штабом. Ну и здесь хороший перевод мяча под 45 на Каляева и 3 очка от капитана Гродно 93. Дашкевич с мячом. Не стал пользоваться заслоном, предложенным ему справа Александром Лавреновым, шел влево, ну и поймал вот на этом движении Владислава Швакеля, заработал фол. У Гродно пока 3 командных фола, у Рцопа уже лимит набран 5 командных, соответственно, будет пробиваться. Ну и вот такой вот нечеткий пас от Карпука, и в результате быстрый отрыв. Сейчас будет пробовать реабилитироваться с линии штрафа Егор Потупчик. На текущий момент 4-0 в его исполнении. Ну, посмотрим. Много мне показалось, что щит пошатнулся. Ну вот сейчас Кольцо принимает мяч. Два из двух. Наладились дела у Егора с пробитием штрафных. Подловил Сазонов сзади маневры защитника Рцопа, и в итоге еще быстрые 2 очка. Ну вот уже сейчас можно сказать, что создан очковый задел усилиями Гродно. 16-5, 11 очков преимущества за 4,5 минуты до окончания 4-й четверти. Неплохо действовали в самом начале игроки. Ну и сейчас, посмотрите, в очень тяжелой ситуации Дашкевич, фактически спасая мяч, сыграл на Пахомова, и 2 очка в пользу Рцопа Зюшор. И здесь получилось у ребят отстоять в защите. Неплохой розыгрыш мяча в нападении, но ушел пас уже далековато от кольца. Тем не менее, фол. Нагружают фолами игроки Рцопа Зюшор опытных гродненцев. 4 командных, еще 1 фол. И, в общем-то, я думаю, будет время у молодых ребят попользоваться вот ситуацией, когда набраны фолы и пробиваются. Нужно только уже обострять в этих ситуациях. Издали Карпук, не точно, но на подбор, казалось, успевает Дашкевич, но все-таки Гродно организовались тут в быстром переходе от защиты к нападению, и Куратник забивает из быстрого прорыва, добавок получая право еще и на штрафной. Замена у Рцопа Зюшор. Отправляется отдохнуть
Карпук. Вместо него на площадке появляется 4-й номер Ляшук Артемий. Несмотря на то, что у Гродно в заявке на матч присутствует только 9 игроков, видим, что высокий темп игры поддерживают игроки. Посмотрим, хватит ли их на весь поединок. Я думаю, что это то немногое, что могут противопоставить молодые ребята, именно скорости. Может быть, качество исполнения будет не таким четким. Но сейчас видим, как быстро, и опять же, Гродно перешел от защиты к нападению. Очередной быстрый прорыв. Тут не пожадничали мячами между собой, обменялись пасами. Вывели на бросок Потупчика. Егор не забивает, но такой толчок в спину помешал ему это сделать. И очередные 2 штрафных для Егора. Все-таки во второй попытке Егор снова не точен. Дмитрий Куратник, проба сольного прохода, ну, совершает пробежку. 3:15, 7:21 в пользу Гродно. Никита Дашкевич. Семен Лавренов. Владислав Пахомов и Лавренов, Владислав Пахомов атаковал с дистанции. Здесь на наводчика пас, но еще добавил наводчик на Кирилла Винокурова. Неплохо, конечно, разбираются с защитниками, особых трудностей не испытывают игроки. Ну, понятно, что опыт и класс команд очень сильно отличаются. И вот снова ошибка, которая приводит к потере мяча. И снова Егор Потупчик в проходе. Практически слэм-данк, высокий вынос. 2 минуты остается в первой четверти провести командам. Так плотненько Швакель насел на Дашкевича, но справился Никита, вывел. Ну вот здесь уже вот следующая передача все-таки потерях. Не знаю, показалось, была пробежка у Навойчика, но с такого быстрого темпа с паса от Андрея забивает Кирилл Винокуров. 27-7. Ну вот за 2 минуты до конца первой четверти. Плюс 20 имеет Гродно. Предсказуемый вариант развития событий. Посмотрим, как сильно сможет Ростов-Зюшор сопротивляться и все-таки не дать Гродно себя совсем так уже принизить в этой игре. Ждем возвращения команд, а пока тайм-аут. Возвратились команды на площадку. Никита Дашкевич с мячом. Артемий Ляшук. Пытаются ребята широко играть. Понятно, что перекрыта зона превосходящими в росте соперниками. Ну и вот здесь на периметре все-таки потеря происходит. Не доходит дело до атаки. Владислав Швакель, Дмитрий Куратник на Андрея, на Войчика. Ну вот Андрей уже второй раз подыгрывает на партнеров. Увидел, что Сазонов в более выгодной ситуации на дуге. Но промахивается Максим.
смогли здесь свой подбор забрать игроки РЦОПа. Есть еще 12 секунд на атаку. Хорошо нашел партнера, ну, обрабатывая мяч, тут потратил все-таки лишнее время Пахомов на принятие этого паса. Ну и в итоге пробежка. А в общем-то взаимодействие очень неплохо было осуществлено. Жаль, что не дошло дело до атаки. Андрей Наводчик с мячом, Винокуров, Швакель издали, так снизу достал мяч, но все-таки пробил. Тут Наводчик так уже случайно, можно сказать, возвращаясь в защиту, смог зацепить мяч и вернуть свою команду в нападение. Владислав Швакель первый бросок из двух исполнил точно. По очкам лидирует у Гродно Егор Потопчик, у Сазонова 6. Ну и вот Швакель, Галяев, Куратников, Винокуров, Красевич. Все отметились уже очками. У Макса Шустова 1, у остальных 3-4. Ну, в общем-то, так командно движутся с набором очков игроки Гродно. Похуже, конечно, дела у РЦОПа. Ну, сейчас Сазонов выходит в лидерство по набранным очкам. 8 очков на его счету. У РЦОПа только 3 игрока пока смогли отметиться взятием кольца. Это Дашкевич, Ашго и Лавренов. Сейчас есть возможность у Никиты Дашкевича добавить попадание. Да, у него это получается. Еще одна попытка есть. И 5 секунд на атаку останется у гродненской команды в четвертой четверти. Швакель проходит с дриблингом всю площадку, но встречается с рукой Макритского и останавливает эту атаку. В итоге счет 9-31 перед началом второй четверти. Двухминутный перерыв. Командам время на то, чтобы восстановиться, пообщаться с тренерами. Ждем вас через 2 минуты. А пока оставляем команды со своими тренерами для консультаций и каких-то изменений в игре. Ну что ж, игроки Гродно уже ожидают своих оппонентов. Видим, что в хорошем настроении пребывает актив гродненского клуба. Несмотря на то, что, может быть, не сложный для них соперник, тем не менее, получают удовольствие от игры. И никаких скидок на возраст, на молодость не делают.
хорошая возможность для ребят из ЦОП Зишор поработать, показать все лучшее. Макс Шустов из зоны возвращает мяч на периметр. Наводчик пробивает, но не забивает. Но здесь Винокуров забивает головы Дашкевича мяч. Ну и Дмитрий Куратник с больших широких шагов забивает. Ляшук с мячом на Макритского. Кстати, так уж еще новость из женского чемпионата. Сестра Даниила, Полина Макритская, подписала в этом году свой первый такой легионерский контракт. Отправилась в литовский чемпионат в Шауляй. Пожелаем Полине успеха. До этого сезона выступала она в рядах «Горизонт-2». И, в общем-то, заметили ее представители литовского баскетбола, пригласили. И будем надеяться, что Полина хороший, качественный сезон проведет в литовском клубе. Ну и будет там, скажем так, представителем белорусского баскетбола и как бы выступит достойно. Накуров с мячом. Хороший пас на Каляева. Ну, Куратник тут оценил обстановку. Не попал. Мяч остается у Гродно. Уже второй интересный пас от Шустова. Ну и здесь Винокуров, конечно, уже оставшись 1 на 1 с кольцом, отправляет мяч без всяких приключений точно в цель. Пытался Шустов тут обокрасть Сашго. Обошлось без фола. Замены покидают площадку Бабков и Ляшук. Вместо них на площадку пришли 14 номер Макавчик и, простите, уже упустила, кто сменил, кто второй появился. Сейчас с мячом Голубкой и появился 12 номер. Сейчас неточный пас, и уже в атаке Гродно ну, неплохо остановил Макритский Даниил Куратника Дмитрия, но не без нарушения. Соответственно, Дмитрий сейчас будет пробивать штрафные. Ну а у ЦОПа еще одна замена. Возвращается на площадку капитан Тимофей Карпук, 13 номер. Куратник забивает с первой попытки. Во второй он также точен. И ЦОП Зишор возобновляет свою атаку. Смотрим, да, все-таки потеря, уходит от Карпука мяч. Нет, прошу прощения, судьи все-таки совещаются, определяют, что... но подождем все-таки решение. Да, принимают решение, что все-таки Гродно будет вводить мяч за лицевой. Потеря у белых. Много потерь, конечно, у ребят. Ну, понятно, что и стресс, и волнение. Первый матч после такого длительного перерыва. Были, конечно, некоторые спарринги, но в такой игровой практике, тем более в первом же матче встречи с Гродно, более чем грозным и серьезным оппонентом, ну, не может не накладывать своего отпечатка. Поэтому и брак в передачах. Сейчас Шустов издали. Макс признанный снайпер. Много очков набирает из-за дуги. Но вот конкретно в этом матче это первое его попадание. Первые 3 очка для него вот в чемпионате этого сезона. Затерялся там мяч на ногах игроков, но поднимают с пола. Успели вернуться игроки ЦОПа, поэтому не стали обострять игроки Гродно. Но, в общем-то, и не понадобилось, потому что без проблем атаковали с дуги, и Куратник забивает 3 очка. Карпук с мячом. Тоже попытка издали, но в переднюю дужку мяч летит. Андрей Навойщик под 45. Не точно. Ну и здесь фол тому же Навойчику. В общем-то,
это учитывая, что 9 человек только в составе у Гродно, тут нужно быть, наверное, экономными в плане нарушений, но пока 4 фола. Раз, два, три, нет, извините, 6 фолов всего суммарно у команды в этой четверти. Это был первый фол на счету у Гродно, поэтому пока все неплохо. Перехват Голубко здесь хорошо задержался, но тут перемудрили немножко в нападении. Хотел, наверное, все-таки Ошга добавить, передать так на Голубко пас, но теперь уже мяч у Гродно, и Каляев забивает. В общем-то, быстрое нападение практически постоянно у Гродно, но это может и плохую службу им сыграть, потому что очень много перемещений, быстрая смена защиты нападения. Так, в позиционном нападении хоть немного можно отдохнуть, а бесконечно атакуя вот таким быстрым темпом, ну так, конечно, нагрузка на игроков. Шустов издали. Оставляют мяч у себя гродненцы. Ну и здесь, конечно, на классе сложно что-то противопоставить. Аккуратненько, без проблем проходит в центр площадки. Не получилось у молодых ребят остановить этот его рейд. И 2 очка, как следствие. Быстрая атака в исполнении Голубко. Мяч остается у Урцопа. И Макритский Даниил забивает сейчас 3 очка. Останавливает Каляев Голубко. И судьи определяют, что не было нарушения, не было фола в нападении. Хотя мне кажется, что именно такого сценария ожидал Каляев. Будет бросать 2 штрафных Михаил Голубко. Тут важно, в общем-то, любую возможность использовать при таком счете. 12-47, но очень скромно, конечно. Показатели набранных очков сейчас у Урцопа. В то время как у Гродно явно уже действует кураж. Свободно действуют в нападении игроки. Ну, видно, как своей мощью и игровым интеллектом, и хорошим взаимопониманием игроков тут Гродно, ну, никаких шансов не оставляет в защите. Ребятам из ЦОПа разбирается под щитами. Ну, периметр тоже подключается. Были дальние попадания, ну а здесь вот в нападении, конечно, задняя линия с большим трудом пытается перенаправить мяч под кольцо, под те немногочисленные входы, которые вот сейчас, например, был, но неточная передача перечеркнула все усилия. Хороший пас от Потупчика на Швакеля. Даже и игроки задней линии набирают свои очки из-под кольца. 51-13. 4 минуты осталось сыграть в четвертой четверти. Швакель 1 на 1 выходит. Поддерживал этот быстрый отрыв Навойчик, но не понадобилось его участие. Владислав сам довел дело до... Пас можно, да, тут, ну, достойная сейчас атака, хорошо организованный отрыв получился, и Голубко Михаил забивает. Замена. Максим Сазонов дает отдохнуть Андрею Навойчику, возвращается на площадку. Потери сейчас у Гродно. Ну, я точно не могу знать, но я думаю, что в любом случае игроки Гродно с уважением относятся к своим соперникам в этом матче. В свое время каждый из них тоже проходил этот этап становления в карьере, когда играли против серьезных соперников. И сейчас сами находятся в роли уже таких маститых
спортсменов. Нормальный этап, нормальная стадия эволюции команд в баскетболе, поэтому э, смотрим на молодежь, смотрим, какой резерв подрастает у мужских команд. Ну и надеемся, что ребята с каждым матчем будут прибавлять. Перекрывает сейчас Егор Потупчик разворот Томашевича. Но спасти мяч не удалось, ушел он в лицевую. И остается 10 секунд на атаку у ребят в белом. Томашевич, Макавчик, снова Томашевич. И вот такой сложный пас сейчас. И ну, здесь, конечно, с скоростью, с бегущестью у Гродно все более чем в порядке. Очень вариативно они здесь в быстром прорыве. И много, я думаю, что процентов 60 вообще всех очков были набраны именно с быстрого отрыва. Но получу протоколы, посмотрю. Пока же смотрим, как Рубцов пытается атаковать. Нет, не получается. Использовано время все на атаку. И Иван Каляев покидает площадку. Возвращается Андрей Навойчик. Владислав Швакин сейчас дирижирует атакой своей команды. Видим, что Гродно хорошо готовы. Сейчас Егор Потупчик забивает. Поинтересовалась у тренерского штаба, осуществятся ли планы по заявке Гродненского клуба в Евразийскую лигу. Очень хотелось бы, чтобы представительство белорусских клубов увеличилось. Уже говорила, что в прошлом сезоне выступал Борис Фен. Нет пока ясности, еще идут переговоры, идут окончательные согласования регламента, но как только будет информация, обязательно с ней вас познакомлю в следующих матчах. Интересное состязание, которое с прошлого года вот появилось на карте баскетбольного международного календаря. 4 страны принимали участие. Это Казахстан, Россия, Армения и Беларусь. Собственно, все страны-участники Евразийского союза отправили своих представителей. При этом как бы Армения и Россия имели по 2 делегата, а Казахстан и Беларусь по 1. Но в таком вот небольшом формате ФИБА предложила первый сезон провести, протестировали, поняли, что чемпионат представляет интерес. И в этом году вот есть попытка расшириться, но вот все-таки COVID-19 мешает пока осуществиться этим планом. Ну, будем надеяться, что все получится, и мы еще одного полпреда увидим в этом сезоне Евразийской лиги. 1,5 минуты остается до конца второй четверти. 18:60. Перед этим в матче немножко более лучшим образом сопротивлялись все-таки игроки Рвора против Цмоков. Здесь к половине матча уже распечатали вторую сотню очков игроки Гродно, 60-18. Ну и вот еще один тайм-аут перед тем, как сыграть последние 1,5 минуты первой половины игры. Ну что ж, пообщался Эдуард
Кемин и Сергей Вариводов общались со своими подопечными. Посмотрим, какой сейчас розыгрыш они осуществят после вбрасывания. Пробежка от Томашевича. Остается без реализации даже попытки броска Арцоп в этой атаке. И минута 17 до конца второй четверти. Владислав Швакель. Хорошее набегание Сазонова. И, в общем-то, задумка была интересная. Атаковать, наверное, с лета, без приземления. Но вот не получилось реализовать. Здесь Сазонов чисто отработал в защите против Голубко. Наводчик на Швакеля. Владислав тут долго не раздумывает, атакует. Знает, что партнеры тут подработают на подборе. В общем-то, Потупчик это и делает, но не получается добить. А здесь очень так неплохо обострил Карпук. Он же и подобрал мяч в нападении, но вот неточный пас. И очередные 2 очка оказываются в кольце Арцопа. 62-18. 19 секунд. Ну и вот такой слэм-данк под занавес от Егора Потупчика. Есть еще 7 секунд на атаку. Попытка Голубко не достигает цели. И при счете 18-64 команды отправляются на большой перерыв. 15 минут. И вернемся для того, чтобы досмотреть этот матч между Арцопом Зюшор и Гродно 93. Не прощаюсь с вами.
Ну что ж, стекает последняя минута большого перерыва. Счет красноречивый, 18-64, но будем снисходительны к молодым ребятам. Понятно, что разрыв в классе между командами объективно на текущий момент огромный. И в таком матче здесь, наверное, о результате как-то речь вести сложно. Понятно, что он уже известен. Но для молодых ребят это возможность проявлять себя, играть, преодолевать все вот эти трудности, которые они испытывают и в нападении, и в защите, искать способы добывать очки. Пока, конечно, в активе у РЦОП-Зюшор их совсем мало, прямо скажем. И тут и процент попадания невысокий. С игры 28, 24 броска было совершено, 5 из них достигли цели. К примеру, у Гродно вот столько, сколько бросков сделал РЦОП-Зюшор, 24, ровно столько, 24 были реализованы гродненской командой всего при 43 попытках, то есть процент 55,8, два раза, даже в 2,5 раза меньше у РЦОПа. Но даже не в этих компонентах очень отличаются команды. Здесь такой зашкаливающий показатель по ошибкам. 24 потери совершили игроки РЦОПа. Ну, даже для такого матча, для всего вот этого антуража с разницей в классе, ну, это действительно очень много, и над этим надо ребятам в первую очередь работать. А у Гродно бросается в глаза другой момент. 26 ассистов. 26 ассистов было отдано за первую половину матча, причем лидер по ассистам, никогда не догадаетесь, кто. Ну, вы смотрели, если матч, то можете сопоставить факты, но не буду интриговать долго. Это был Павел Карасевич, капитан команды, номинальный центр, но вот к середине матча имел в своем активе 7 ассистов. Сейчас получается совершить перехват у команды РЦОПа, и первые 2 очка во второй половине для ребят набраны. Пытается сейчас Дашкевич противостоять Шустову. Заканчивается все фолом. Ну, Макс так спокойно реагирует. Нормальный рабочий игровой момент, несмотря на то, что тут пришлось ему побывать на полу. Вбрасывание, есть 14 секунд на атаку. Егор Потупчик с мячом. И получает фол в нападении при постановке заслона. Тот же Макс Шустов нарушает правила, и у Макса это первый фол. И если уже так закрыть тему с статистикой по итогам первой половины матча, конечно, огромная проблема испытывал РЦОП-Зюшор под одним и под другим щитом. Двукратное преимущество практически по этому показателю у Гродно. 25 в целом подборов было совершено, и против 14 у РЦОПа. Понятно, что с таким положением вещей, в общем, ну, вот это и отражает тот очковый задел, который у Гродно имеется, плюс такое огромное число ошибок, какое было допущено игроками РЦОПа, вот и привело к такому итогу после первой половины. Ну, посмотрим, может быть, все-таки и сейчас как раз подтверждение моих слов, может быть, наладятся дела сейчас с атакой у РЦОПа, и более достойно они будут выглядеть во второй четверти. 23-66, 2,5 минуты было сыграно. Егор Потупчик с мячом. Егор сейчас в составе Гродно является лидером по очкам, 18. На подборе тут борьба, ну, усилиями Макавчика удалось, казалось бы, отвоевать, но в итоге все равно Гродно овладевает мячом, и после 2 коротких передач Дмитрий Куратник отправляет мяч кольцом.
Ажго с мячом, прорыв, простите, в проход. Ну и здесь вот, казалось бы, с приличным сопротивлением. Вот если бы таких моментов побольше было в первой половине, как вы сейчас видели в исполнении Ростислава Макавчика, то гораздо более конкурентными выглядели бы игроки РЦОПа на фоне гродненской команды. С хорошим таким напрыгиванием, с овладением пространства в зоне Дмитрий Куратник сейчас забивает. Получилось сейчас у Макавчика даже немного поднять Винокурова, но не получается завершить эту атаку. Шустов на левом краю, предложен ему Винокуровым заслон, но Макс не пользуется. Навойчик на Куратника, Винокуров. Ну, уже так и заканчивается время на атаку, 7 секунд остается. Все края задействованы в этой атаке. В итоге атака по центру. Мяч у Гродно остается после неточного броска Шустова. Максим находит Навойчика на периметре под 45. Хорошо сейчас уходит от преследователей Дашкевич. Подключаются к атаке. Обостряет сейчас центр Голубко. Слышно, как Эдуард Кемин сообщает игрокам, что стоило задействовать все-таки в продолжении этой атаки правый край. Но, в общем и целом, неплохое развитие событий сейчас было в исполнении РЦОПа. Посмотрим, остается 16 секунд для атаки. Есть возможность сыграть доверного и реализовать возможность для атаки. Голубко ввел мяч, Дашкевич с мячом. Даже удалось Потупчика поднять в воздух. И второго защитника Дашкевич прошел, но... прошу прощения, Ожга прошел, но забить не получилось. Ну вот есть неплохие моменты. И, получаются эпизодами в нападении сделать неплохие вещи, но... По крайней мере, видим, что не поникли игроки РЦОПа, не расклеились, не потеряли настрой на матч и продолжают свою борьбу. Нет, не может не радовать. Ожга мяч вводит из-за боковой, сыграл на Винникова и не рискнул сам бросить Андрей. Но все-таки до логического конца довели эту атаку. 25-70. И Винников забивает 2 очка. Получается у Владислава. Ну вот, пусть бы больше было таких моментов. Максим Шустов с мячом. Потупчик из угла площадки. Тут Винокуров вторым шансом на атаку не воспользовался. Немножко наладились дела с подбором у РЦОПа, по крайней мере, вот по этим минутам. Тут забирают они мячи после неточных атак Гродно. И проба атаки под 45 слева, но, к сожалению, Михаил Голубко не точен. Ну а Макс Шустов тут такой широкой амплитудой выхватывает, забирает себе весь центр, но не пошел дальше до кольца. Тут на периметре сейчас мяч пока держится у Гродно. Шустов на Навойчика. Ну и Андрей, понятно, здесь легко разобрался в зоне. С разворота полукрюком забивает. 27-72. 3,5 минуты до конца игры в третьей четверти. Поверил Винокуров сейчас, что будет бросок. И хорошо под него поднырнул Голубко. Михаил. Ну а здесь вот быстрый ответ. И Дмитрий Куратник уже приближается к по очкам. К Потупчику 17 баллов на счету у Дмитрия, 18 на 1 очко больше у лидера Егора Потупчика.
Ну, конечно, с таким здесь тоже набрали много очков. И буквально все отметились у Гродно в этом показателе. Но использовали все время. Не успели организовать атаку за отведенные секунды. И здесь идет череда замен. Появляется Лавренов у РЦОПа вместо Макавчика. У Гродно 93 на площадке появляется Сазонов и Владислав Швакин. Карпук получает персональное замечание. Третье персональное и третье командное для РЦОПа в третьей же четверти. Вынужден Макс Шустов покинуть площадку. Вместо него штрафные будет исполнять Иван Каляев. Повреждение получил Максим еще в первой четверти. И время от времени оно его снова беспокоит. И вот здесь так выскочивший со скамейки на такую вынужденную замену Каляев оба раза промахивается. Но мяч остается у Гродно. Максим Сазонов, Андрей Навойчик из угла ищет партнера в зоне. Но приходится самому проходить. Перепасовка идет, время истекает, и в итоге Швакель просто выбрасывает мяч. Буквально на последнюю долю секунды. Выстояли здесь ребята из РЦОПа. И нарушение правил. Каляев останавливает Дашкевича своим персональным фолом. Кстати, для Каляева она уже третья, у Шустова 3. Впереди еще 2 четверти. Но я думаю, что тут риска особого нет. Но просто нагрузка физическая на игроков, имеющих только 4 человека на скамейке. Только поэтому стоит как бы бережнее относиться к нарушениям. Никита Дашкевич первой попытки не точен. Хотя, если рассматривать с точки зрения реализации штрафных бросков, 85% были показаны в первой половине матча. 6 бросков из 7 были реализованы. И, в общем-то, учитывая низкий показатель взятия кольца с игры, то со штрафа все как раз выглядело неплохо. Стоит, наверное, использовать этот ресурс по максимуму, обострять, потому что, где-то все-таки не успевают, нарушают правила игроки Гродно, и нужно хотя бы это использовать в полной мере. Ну а сейчас получается из угла атаковать, и Микита Дашкевич записывает еще 3 балла на свой счет, всего 14, и он, конечно, тут так является мотором, тащит команду и в качестве дирижера, и в качестве основного скорера. Ну а тем временем Владислав Швакель также добавляет в свой актив еще 3 очка. 31-79 за 1,5 минуты до окончания третьей четверти. Здесь пробовал Андрей Бабков атаковать издали. Подбора не получилось, так же, как и попадание в кольцо. Ну и моментально Гродно переводит игру и в нападение. 19 секунд на атаку есть у команды синих. Владислав Швакель. Дашкевич, несмотря на то, что 3 фола у него уже есть, все-таки так плотненько опекает Швакеля. Ну а здесь Навойчик. В общем-то, всю игру Андрей так старался нагружать мячами партнеров. У него... прошу прощения, вот я вас дезинформировала, именно у Навойчика было 7 ассистов. Это вот тот момент, когда он предпочел не ассистировать, а атаковал сам. Записала я на счет Карасевича, но, прошу прощения, это был как раз-таки Андрей.
Ну и в этом эпизоде он также атакует сам. Не получается забить. Андрей Бабков. Жаль, что здесь мяч не доходит до партнера. В хорошей позиции был Томашевич. Егор. Томашевский, простите. Ошибка при передаче у Бабкова. 6 секунд. Будет ли дальняя атака? Швакель останавливается, бьет дистанцию, но не попадает. 31-82. И остается командам провести последние 10 минут на паркете после 2-минутного перерыва. Оставайтесь с нами, чтобы узнать окончательный итог в этой встрече. Ну что ж, команды возвратились. Последние 10 минут в этом матче предстоит провести на площадке. 31-82. Здесь уходит мяч с руки Потупчика. Соскальзывает мяч. Немногим более увереннее и стабильнее были в третьей четверти игроки Русопа с Дюшор. Получались некоторые взаимодействия и прошли очки из-за дуги. Но в общем и целом никак это не повлияло на существующую ситуацию на площадке. Доминирует, конечно, Гродно. Не испытывает проблем ни под щитами, ни в центре площадки. Никита Дашкевич вел мяч за лицевой. Андрей Бабков так далеко от кольца располагается, не использует свой потенциал, потому что здесь только он, наверное, по росту может составить конкуренцию под щитами Сазонову, Винокурову и Кураеву. Вот сейчас Андрей занял позицию ближе все-таки к кольцу. Нет пока предпосылок, что партнеры используют его. Да, потеряли мяч. Кураев перехватывает. Сазонов на Винокурова. И проходят эти пасы через зону. Винокуров забивает. 10 очков на счету Кирилла.
Попков, Дашкевич. Заслон справа от Лавренова и неплохой пас в угол площадки, но у Томашевского не получается здесь добиться попадания, и очень быстро Гродно отличает. Швакель, да, тоже подбирается к результату Потупчика. 17 очков у Владислава, 17 у Куратенко, 18 у Потупчика. Вот такая плотненькая тройка лидеров по очкам у Гродно. Ну, понятно, что в таком матче высокие показатели у игроков. И тут Макритский, ой, прошу прощения, да, Макритский Даниил потерял из поля зрения партнера и как итог потеря. Хотя неплохо в обыгрыше, в общем-то, действовал. Можно было, я думаю, что даже лучше было бы в этой ситуации все-таки атаковать самому. Каляев, Швакель, Винокуров на Сазонова, и Максим спокойно отправляет мяч в кольцо Рцова. 88 очков в предыдущем матче тоже без проблем. Цмоки преодолели 100-очковую отметку. Я думаю, что за 7,5 минут это непременно произойдет, и в этом матче Гродно превысит этот показатель. Ну и видим, как Швакель без проблем забивает. Ну что ж, ждем от молодых, что все-таки проявят характер, какую-то злость спортивную, и при любом счете будет стараться забить. Сейчас издали Дашкевич. Ну, в общем-то, имеет право атаковать. Он сейчас практически один из немногих, кто набирает очки. Но все-таки атака здесь прекращается из-за неточного паса. И фолом останавливает Даниил Макритский игрока Гродно. Первый фол в этой четверти. Двойная замена в составе Гродно. Возвращается Павел Карасевич, Максим Шустов. И отправляется отдохнуть Швакель. И, прошу прощения, не обратила внимания второй игрок. Ой-ой-ой, как болезненно сейчас падение совершил Дашкевич. Но все в порядке, быстро поднимается игрок, 5-й номер. Ничего критичного не произошло. Хорошо, что инцидент этот был таким коротким. Кураев тем временем, Каляев, простите, отправляется на линию штрафных бросков. Посмотрим, кто станет автором как раз перехода от первой сотни ко второй. Но пока 94, еще 6 очков нужно достичь, чтобы разменять вторую сотню. У Каляева ни один из бросков не достигает цели. Обмен пасами у молодых ребят. И здесь хорошее обострение в исполнении Макавчика Вестислава. Вот таких моментов хочется видеть больше. Индивидуальных, продавливать защиту Гродно, пытаться. Тут Каляев красиво хотел сыграть с таким подвисанием. Не забивает Иван, но момент интересный, зрелищный. Ну а здесь наконец-то вот после долгого периода простоя в набирании очков забивает сейчас 11 номер. Макритский помогает своей команде немножко подсократить разницу. Здесь сейчас Гродно такой разброс с мячами. Макс Шустов через центр. Ну так, сложно было, конечно, Максу тут забить в такой позиции. Замена возвращается Андрей Попков. Дает отдохнуть партнеру по команде Лавренову. Иван Каляев на Карасевича. И здесь Павел
после череды попыток, подборов. Не забивает, но будет атаковать с линии штрафа. Тем временем замена. Дмитрий Куратник меняет Максима Сазонова, возвращается в игру. Хорошая у него позиция для того, чтобы побороться за лидерство по очкам внутрикомандное. Ну, в общем-то, имеет значение и индивидуальный зачет в целом по чемпионату. Будем следить, кто из признанных скореров в этом году будет самый результативный. В хорошем проходе слева Даниил Макритский. Ну вот радуют такие моменты, что получается сейчас все слева забить. Такой хороший эффектный рейд под кольцом. Кавчик на Потуп, Шустов на Потупчика. Отбились в защите игроки РЦОПа. И смотрим, как в атаке сыграют. Андрей Бабков не смотрит в сторону кольца. А здесь вот с этого края атакует Макритский, но так откровенно не получился бросок, к сожалению. Эйрбол. Мяч покидает площадку. Также с площадки уходит Дашкевич. Возвращается в игру Голубко. Михаил, 12 номер. 4 минуты осталось сыграть в четвертой четверти. Шустов против Бабкова. И у Андрея второй персональный фол. Четвертый командный для РЦОПа. Отправляется отдохнуть Егор Потупчик. Андрей Навойчик вступает в игру. Ну, в общем-то, по времени равномерно Дмитрий Кузьмин распределяет между своими игроками, учитывая, что их на 3 меньше, чем могло бы быть в заявке. Уже говорила об этом 9 вместо 12. Но видим, что справляются с игровой нагрузкой вообще без проблем, поддерживают темп. Неплохой сейчас был проход, по крайней мере, такое нужное обострение в исполнении Михаила Голубко, но с завершением атаки не получилось. Шустов пытался пройти в лицо, останавливал его Андрей Ожга, и как следствие 2 фол, и будет 2 броска исполнять Максим Шустов. Промахивается Максим. Ну, Гродно тут приличное число, в общем-то, холостую исполнилось штрафной. Даже по первой четверти 7 бросков не реализовано было. Но вот во второй половине матча также есть промахи. Но при такой разнице в счете, конечно, игроки не замотивированы на то, чтобы каждый бросок доводить до реализации. Макритский. Продавит ли он Навойчика? Ну, в общем-то, довел до броска, смог атаковать. И подбор состоялся у команды ЦОПа. Ну, вот здесь Андрей Бабков не смог помочь команде, не забивает с 3. Андрей Навойчик. Шустов тут ворвался в зону и красиво могло быть, отдавал на Дмитрия Куратника. Ну а здесь вот действительно хороший быстрый отрыв получился, а у РЦОПа забивает Даниил Макритский. 10 очков в своем активе имеет. Подключился к роли добытчика, помогает в этом плане Дашкевичу, потому что до этого момента Никита был, наверное, единственным таким лидером по очкам. Здесь запутал защитников вокруг себя
Шустов, свисток прозвучал, ну и так как у Рцопа это был не атакующий бросок, но имея 5 командных, Рцоп, конечно, при каждом свистке получает с линии штрафных атаки в свое кольцо. Но сейчас Шустов не забивает. 4 очка остается Гродно до сотни. Без 7 секунд, 2 минуты еще сыграть в этой игре. Забивает Шустов со второй попытки. Ростислав Макавчик. Макриский теперь слева. Ну, что ж, очень неплохо было. За 1,5 минуты до конца. 97-38. Созывают тренеры своей команды на тайм-аут. Ну что ж, для гродненской команды зафиксирована победа. Тут не может быть, конечно, никаких других вариантов. Причем с первой четверти результат этого матча был предопределен. Ну, достаточно такой простой выезд в Минск для Гродно получился. Но видим, что с удовольствием, с таким куражом провела гродненская команда эту игру. Все-таки сказывается то, насколько игроки соскучились по игре. И я думаю, что любой соперник приемлем, когда полгода команда находилась без игровой практики. Но помним, что выступали Гродно в финале 4. И, кстати, я думаю, что был прекрасный повод отметить свое новое приобретение в титулах. Подиум, как ни крутите, это все-таки тоже титул. И я думаю, что Гродно довольны результатом, с которым они закончили прошлый сезон. Но теперь для всех команд все обнуляется, все сначала. Чемпионат стартовал, и вот первая победа у Гродно в этом сезоне уже есть. Буквально минута 10 остается до конца матча. Тем временем Каляев получает 5-й фол. Абсолютно это, конечно, не критично. Макс Сазонов подменил сейчас партнера на последние минута 10, которые нужны для завершения этого матча. Андрей Ложка с мячом против Куратника. Ух ты! Ну, даже такой прокатился по трибунам возглас. Очень неплохо здесь Андрей сыграл в нападении. Но, к сожалению, получилась пробежка, но эпизод был очень неплохой. Наводчика Андрей издали. На подборе работал Макритский. Даниил не стал обострять, хотя именно он больше всех заметен последние минуты. И вообще вот третью-четвертую четверть в составе Рцопа. Здесь Шустов в своей манере приносит дальним броском 3 очка. И на табло вот эта сотня, которую я уже давно заанонсировала. Ну вот за 20 секунд до конца 38-100. И сейчас от Шустова фол, 4-й для него личный. Командные фолы не набраны, не будет бросков штрафных для Рцопа. Будет вот мяча из-за боковой. И 9 секунд, 54 секунды на последнюю атаку для команды Рцоп-Звишор в этом матче. Ну что ж, наша трансляция скоро завершится. Рада, что вы с нами, рада, что присоединяетесь к просмотру баскетбольных матчей. Благодарю компанию Sport TV By, которые создают эту техническую возможность в партнерстве с Белорусской Федерацией баскетбола.
Стартовал чемпионат. Как я говорила, будут интересные и международные события. Впереди еще мужской кубок, сроки матчей которого еще не определены. Наша главная команда, флагман мужского белорусского баскетбола «Цмоки», стартует и в Лиге чемпионов в этом году первый раз в своей истории. Буквально не за горами старт в Лиге ВТБ. Женский чемпионат начал свой розыгрыш. То есть много интересных матчей, поэтому, пожалуйста, заходите на сайт Федерации, находите аккаунт Федерации в соцсетях, точно так же, как и аккаунты Спорт ТВ Бай, следите за календарем. Будем рады освещать для вас матчи чемпионата и матчи из международного календаря. Вводит для Голубко, но перебирают. Тут не нашел партнеров в выгодной позиции. И последние 10 секунд этого матча в нападении проведет команда Гродно. Третья минута перерыва во второй половине игры взяла команда «Гродно». Обе команды использовали все 5 минут перерыва. Что-то интересное предлагает Дмитрий Кузьмин своим подопечным. Использовал второй подряд тайм-аут. И посмотрим, что в эти 10 секунд будет разыграно. Частенько команды вообще не пользуются в такой ситуации своей возможностью атаковать. Но почему не воспользоваться и не разыграть ситуацию? Таких моментов в дальнейшем может быть очень много. И неплохо в игровых условиях отработать какие-то варианты. Максим Шустов вводит мяч за боковой. Смотрим на забегание и видим, что здорово. Тут Макс и Сазонов вывели на атаку. Подобрал мяч наводчик. Интересная была комбинация. И даже успели ребята из Рубцов организовать ответную атаку. Мяч, к сожалению, цели не достигает. Итак, итоговые цифры 38-100. С такой разницей команда Гродно 93 в своем первом матче чемпионата 2020-2021 года Беларусь по баскетболу начинает движение в турнирной таблице. Поздравляем команды с дебютным матчем, с проведенным временем на площадке. Цифры вы видите. Поздравляем игроков, поздравляем тренерский штаб, менеджмент Федерации с открытием сезона. Ну и, как уже говорила, приглашаю вас, конечно, для просмотра трансляций, для общения с баскетболом в интернете. С вами была Ирина Жилач. Хорошего вечера и до новых встреч. До свидания.